продвигаемся. И реально народу очень много по утрам оказывается. Но мы сначала поехали, было так маленько, а потом-то как оно, народ-то навалил на следующих станциях. Мы приехали на вокзал. Вот. Так потихонечку идем, не торопясь, чтобы встретить утреннее утро. Специально составила так свое расписание, чтобы вот можно было с утра гулять, чтобы было вот это вот интересно. Погулять утром. Вот мы с мужем поговорили, что если очень рано вставать и куда-то ездить, день будет очень длинным. Хочется дни удлинить, потому что лето вообще пролетает незаметно. За работой особенно. Работаешь, бах, и лета нет. Хочется каких-то впечатлений. Вот мы уже в кафе в своем любимом Дербеке. Взяли, значит, какие-то с овощами, с яйцами булочки. Кафе. И там стройка на улице сегодня новая. Видите, какая тут хорошая свежая выпечка. Мы пошли дальше, значит, гулять и увидели Бэтмен-банк. И подумали, это про того Бэтмена, не про того самого Бэтмена. То есть все-таки Бэтмен существует, и где-то он открыл свой банк в Германии, в Нюрнберге. Представляете? Вот это номер. А мы пошли там какой-то парк искать, Вова меня повел. Сейчас будем его искать. Такие, знаете, утренние утры, это совсем город по-другому себя ощущает, совершенно выглядит иначе. Все заспанные, все еще только там просыпаются, кофе пьют, бутерброд свой едят. И все обязательно сверлят, обязательно. Вот потом уже перестанут сверлить, уже успокоятся. А сейчас, вот уже после 11, наверное, не будет сверлежки. А сейчас вот как раз вот самое то. 8, там, 9 утра сверлить надо. Сверлить. Я в кафе сейчас заказала себе большой кофе, капучино. 2 булочки. Я не смогла их съесть. Я съела одну. Вторую затолкала в сумку. Мне плохо, мне все трясет от утреннего утра. Ну вот, интересно это все, конечно. Продлять день. Весело. Причем ведь вот не сильно мы... Ой, смотрите, какие утки смешные. Из «Звездных войн». Вот на самом деле мы же не сильно позже встаем, допустим, на час позже, да? Но уже сильно чувствуется разницу, когда ты утром куда-то поехал, где-то сидишь чего-то, не дома. Сильно большая разница, конечно. Слышите, как сверлят, прям ужас. Вот мы пришли к этому парку у стены. У Королевской или у Замковой, как сказать, у Дворцовой. Вот, сейчас пойдем вниз. Вот так раз и вниз спускаешься. И оказываешься совсем в другом мире. А? По ступенькам? А, точно, вот тут есть ступеньки, но мы уже по горке идем. Вообще, да, на велосипеде сложновато в горочку такую подниматься. Да, там сад какой-то, да, сделан. Я вот это и снимаю тут. А там вообще как стол или кровать или что там. Там какие-то, видимо, вот это, ну, как типа вот такое сделано, и раз отгородили, что-то там поставили. Странное. Мы где, да? Под дорогой под какой-то мы. Огорожено. Тут тоже вот раз огородили, что-то сделали. Да? Интересно? Прикольно. Собачка бегает, такса. Какое-то странное растение растет. Ну, тут такие всякие мосточки. Прикольно так-то детям было бы здесь играть. Не знаю только, когда это открывают, чтобы детям поиграть.
Но так-то тут вообще классно, если честно-то. Смотрите, вот такие вот эти выемки. Там можно вообще было лавочки поставить. Что людям не поставили, да? А здесь, видимо, чтобы... Вот дети зато не можно на сидели. кубах на детских вот этих сидеть. Вот лавочка. с этой Вот стороны. лавочка, да. Так-то интересно, вот розы цветут, видите? Розовые кусты такие интересные. Прям розы такие, красивые розы. Я даже здесь роз не ожидала. Вот замковая стена. Да. Здесь раньше гуляли. Мы С нет, другой стороны нет, мы заходили. здесь точно не были, нет. Были. Мы были вокруг, Мы вот здесь мы доходили. поверху шли, но мы не здесь шли, нет, Нет? нет. Мы сверху всегда на это смотрели, что тут, кажется, можно, видишь, спортом заниматься. Для людей сделано вот такое, что если хочешь сюда прийти, позаниматься можно спортом. Вот здесь где-то должен быть мост металлический. Мост? Мы подходили сюда. Мы... Ну, я не припомню, Вов, ну честно, ну Я вот вот посмотри. помню вот этот проход. Ну, проход, может быть, мы через проход и проходили максимум, но вот чтобы гулять по этому парку, вот этому, нет, мы точно не были. Были. Мы вот здесь вот проходили, но парк с левой стороны мы оставляли. Да. Дальше металлический мост. Вон он. Видишь? А, вот этот мост, но мы на нем тоже не были Мы однозначно. гуляли. По этому закрыт мосту, был. ну так мы по нему ведь не ходили. Мы до половины тогда дошли. Так мы с потом- той стороны, наверное, шли. Да, с той стороны. Ну, я тебе об этом и говорю же, Да. что мы здесь-то не были, вот здесь внутри-то не были ни разу же. Ну, вообще красиво здесь, конечно. Начало реки. Мгм. Ну, вода чистая, прозрачная. Мы идем на мост. Здесь в Нюрнберге очень много мостов всяких. И вот мы идем на один из них. Вот он, этот мост. Bei denen darf ich dann sagen, 15 Minuten Verspätung, weil ich schneller bin. Выглядит вот такой вот водосброс, или как сказать, да? Водопад. Сейчас не работает. Ну, часть не работает, да. Вот мы только что вон там сидели, видите? Где вот эти вот винограды спускаются, или как их, вьюны. Вода прикольно шумит, мне нравится, как вода шумит. А вот здесь так вообще такой вот прям райский вид, да? Шикарный. Так, уже идем к концу моста. Тут, значит, вот такие вот всякие штуки. И дальше мост снова продолжается. Такая прикольная вот эта дверь. Здесь был Здесь, ой, да, здесь столько времени был ремонт, он, мне кажется, такое чувство никогда не заканчивается, этот ремонт. Но вот сейчас мы можем по нему идти, слава богу. Тут тоже вот такая вот, видите, штука. И у меня голова закружилась. И-ху-ху. Вот. Видите? Вот всякие подвесные конструкции, монструкции меня пугают. И я такая иду, такая, о, как утка. О, видите, вот. Так красиво, да, вообще. стена защитная. И я сейчас упаду в обморок. В обморок упаду. Или с моста с этого сигану. Просто ради развлечения, видимо. Я все время, кстати, об этом думаю. Что когда иду вот к каким-то таким местам, и главное, как будто я другой человек. А что, если я вдруг сигану с этого моста? Потом думаю, ну я же не сделаю это, да? Я же не упаду отсюда. Короче, страшно. Мы туда пойдем? Да. Так, пойдем. Гуляем. Ждем, когда Талия откроется в 10 часов. Вот здесь эта улица самая такая. А, вот это, очень вот эта старинная, пешеходная, как мы красивая. ходили же по ней, да, с тобой? Да.
Название, к сожалению, не помню, но Ну, какой-то газ. да, впечатление Да, хорошее. очень приятная улица. Ну, мы его показывали, по-моему, да? Да, да. показывали. Вот. Да, то мы тут вообще уже много раз все показывали, если честно. Просто уже какие-то свои снимаем вылазки, болтовню свою. План реконструкции. Видите, что собираются делать здесь. Мгм. А что-то как-то на 22-й год написано. А, 23-й, 24-й. Типа в 22-м это уже закончено, да? 23-й. Вот тут типа 24-й вот этот кусок. Ну, все понятно. Это же немцы. У них все медленно. Медленно. Нет, некоторые строительства очень быстро проходят. Ну, некоторые, да. Как у нас в городе. Дома Дом буквально дыши и вырос, как грибочек. да, за раз и- 2-3 месяца. Да. Хлобысь и дом стоит. И мы такие, ничего себе. Дом там 2-3 месяца, огромный дом. Хороший, добротный. Но вообще, вот если честно, вот многие говорили о немецкой пунктуальности, да? Ее не существует. Просто не существует. Если бы Вова намочился, перила вот об эти, оперся. Вот если вы куда-то записались или кого-то ждете, не ждите. А если вы записались, вы всегда будете сидеть в очереди часа 2. Даже если вы записались. Потому что нет никакой немецкой пунктуальности. Ее не существует. Иногда, когда электронные очереди еще есть. Но я бы не сказала. Я бы не сказала. Мы примерно смотрим где-то на мост Висельника. Вот там вот. Вот это. Ой, как тут красиво, как хорошо. Все время задают вопросы на канале по поводу того, что где должно сбываться из предсказаний. Понимаете, в чем дело? Вот есть законы Вселенной, да? Если человек просто берет и слишком чего-то ждет, он создает избыточный потенциал. Ну, там, не знаю, ужасно хочет стать богатым. Ужасно. Все, это конец. Это он вырыл себе бедную яму, как говорится. Потому что очень хотел стать богатым. Очень хотел. И все, это его проблема. Он не смог отпустить ситуацию. Он создал такой избыточный потенциал, что он, ну, как сказать, перекрыл себе этим избыточным потенциалом все денежные каналы. Такая жажда, такая зависимость создаст обязательно противодействие Вселенной, потому что Вселенная не любит, чтобы в этом мире чем-то обладали. Весь мир построен на том, чтобы как раз-таки, да, иметь физическое тело, но когда-то его отпустить. До этого вы пришли, вы где-то были, да? Вот. И потом, ну, до этого вы же ни на что не претендовали, да? Потом вам, так скажем, было предоставлено физическое тело, но на время. Понимаете? Так интересно, я рассматриваю магазинчик. Это фруктовая или овощная, как лавка, да? Очень интересный магазинчик, просто такой прям. И мне понравилось оформление. Что вот видите, так, я загляну одним глазом просто, как это все выглядит. Вот такой большой, как магазин. Интересно. Всякие штучки. Правда, тут специи есть. Не буду никого смущать. Вот. И так во всем, понимаете? Я очень хочу этого человека. Все, Вселенная говорит, так, у тебя будет безответная любовь. Однозначно. Или там
экскурсия, да. Я очень хочу там, не знаю, быть кем-нибудь там, да. Все. Будут все препятствия соблюдены для того, чтобы ты им не был. Давай. Продолжим разговор. И, конечно, все зависит от того, с каким этим настроем, да, вы смотрите расклад. Конечно, каждый хочет раскатать губу, чего-то желать и так далее. Но это же вот, ну, совершенно не говорит о том, что нужно жаждать. Желать можно для себя, но как нужно правильно научиться желать для себя, да? Правильно. То есть, как сказать, без зависимости от этого. То есть, что будет, если я... желание как манифестацию лучше. Манифестация, да. То есть, что будет, если я это получу? Будут какие-то позитивные изменения в моей жизни. Что будет, если я это не получу? Да не умру я, ничего со мной не случится. А вы делаете ставки. Понимаете, вот как в русской рулетке или там просто в казино. Ну, в казино то же самое, можно себя убить, да? Вот. И вы делаете ставки. Мол, если я это не получу, в моей жизни не получится тоже. Я умру там или еще что-то. На самом деле, если вы чего-то не получите, вы нифига не умрете. Понимаете? Жизнь все равно будет продолжаться. Да. Просто А научиться- вы начинаете вот прям условия Вселенной ставить. Это называется шантажировать Вселенную. Вот вы когда родителей своих в детстве там шантажировали, они вам все, конечно же, сразу давали или нет? Расскажите, давали ли они вам за это по попе, может быть, за то, что вы их шантажировали? Или радовались, в ладоши хлопали и предоставляли вам все, что вы хотите? Как они себя вели? Как вообще ведет себя человек, которого кто-то шантажирует? Если он это делает, он чувствует себя изнасилованным практически. Если он этого не делает, он чувствует, что вы пытались на него надавить, а он вам, ну, просто наподдавал. Ничего не дал, да? Но все равно он будет чувствовать себя, значит, каким-то, ну, жестоким, да, получается. Но все равно он это сделает, или то, или другое. Но комфорта-то никто не получает, когда вы что-то требуете и шантажируете, ставите в условия. Вот. Поэтому то же самое с картами. Они живут ровно по закону Вселенной. Ровненько. Это уже растение такое. Желтенькие цветочки. И они не могут жить иначе, они дитя Вселенной. Мы все живем по закону Вселенной. Мы потому что в ней находимся. Может быть, где-то есть другие миры, там другие законы. Но у нас именно такие. И, ну, соответственно, когда вы смотрите расклад, гадание, не привязывайтесь ни к чему. Посмотрели, порадовались, в ладоши похлопали, отпустили. Вот. Не делали ставки на свою жизнь. Привязывались и орали. Конечно, вот недавно человек мне в гадании, все, что я вам скажу, сбудется через 8 дней. Или в течение 8 дней. За 8 дней, да, за 8 дней. Вот такой человек мне написал комментарий. А ты душу свою продашь? Вот, знаешь, вот прямо таким тоном я это читала. А ты душу свою продашь, если этого не случится? Так хотелось дать ему по лбу. Вот правда, просто нам подавать ему, ну вот как вот родители ваши, когда вы их шантажируете, также вам ремня давали, вот так же мне хотелось этому человеку наподдавать. Какую ты у меня душу просишь? Ты о чем? Зачем ты себе такую карму создаешь? Это развлекательный канал? Нет. Вот прямо аж до такой, с такой злостью вот он пишет это все. Я говорю, ты о чем, товарищ? Ну, вообще, карты не строят за вас вашу судьбу, вашу жизнь. Но они не делают этого. Они показывают ваши возможности, ваш потенциал. Возможная траектория жизни. Да. Кто за вас что делает? Вот, допустим, карты вам предсказывают, что через пару лет вы сможете быть в идеальной физической форме. Блин, ну если ты спортом не займешься, там, диетой, а будешь там в 3 горла свинину все это время жрать, а потом мне предъявишь, ну и что я тебе скажу на это? Просто они говорят о том, что есть потенциал для данного человека. Да, ты можешь в себя данной взять в руки ситуации. настолько, вот у тебя есть реально
к этому вся возможность там, да, взять себя в руки. Да, в принципе, на самом-то деле у каждого, если я просто пример привожу, можно было другой пример, там, например, уехать куда-нибудь. У тебя есть потенциал куда-то уехать. Ну, если ты в самолет не сядешь, ну а как, ну кто за тебя уедет-то, карты что ли? Вот представь, ты не сел в самолет, не уехал, а мне такой говоришь, вот ты не гадалка, а прям инста-цыгане? Мне что-то там... Инфо-цыгане. Нет, инфо-цыгане, а есть? Да. Меня даже инста-цыгане называли. Я говорю, я, во-первых, не в Инстаграме, я на Ютубе тут нахожусь, да. А во-вторых, инфо-цыгане – это те, которые продают экономические, финансовые продукты с будь-то бы большим выхлопом, ну, выручкой, но которые на самом деле никакой выручки не приносят. То есть это все вот эти вот бизнесмены, которые будто бы крутые бизнесмены, да, которые, мол, разбогатели и учат тебя разбогатеть. Вот кто такие инфо-цыгане, они гадалки. Гадалки-то они тебя ничему не учат. Мы показываем твои возможности. Какие-то, может быть, хорошие скоро новости придут. Там, и так далее. Развитие отношений. Показываем отношения изнутри. Ну, не до такой же степени. Господи ты, Боже мой. И вот начинается вот эта критика такая ужасная на канале. Целые ленты этих перепалок, сообщений. Но это все ни о чем, потому что как ты там не ори на меня. Может, ты думаешь, что я там что сделаю ради тебя, что брошу все. Нет, конечно. Ой, какие подсолнухи, Вова. Ты только посмотри на это, Вова. Какая красота. Вообще, такие красивые, смотрите. Шикарно, шикарно. Очень красивые букеты. Очень круто. Вот видите, утренний рынок, да? Утренний рынок. И вот всякие палатки стоят. Овощи продают, фрукты. Красота. Смотрите на это. Все такое свежее. Алло. Все такое свежее, все такое красивое. Особенно черешня. Ой, какая черешня. Посмотрите, какая черешня. Надо, какая черешня. Вкуснятина. Единственное, что раз на раз не приходится, потому что некоторые люди, ну, даже магазины вот берут черешню, а вишневая муха, видимо, ее не уничтожили по весне. И червивое. И выбрасываешь весь там килограмм, который ты взял в магазине. Хоть стой и разворачивай ягоды, чтобы смотреть, есть там черви или нет. Но если личинки вишневой мухи заполнили черешню, есть невозможно, конечно. Это черешня с мясом. Там вот. Ну а так, вот это красиво прям. Видел такое аж? Нет, не обратил Черная внимания, практически. я Не обратил? ищу Ищешь книжные книжные магазины? Ну ладно. Ну черешня была потрясающая, конечно. Италия пока. Красота. Сегодня жарко. Сегодня вообще, ну, кстати, душновато, я бы сказала. Но погода хорошая, правда. Так прохладненько и душноватенько. Ну, не жарко, конечно, не жарко. Памятник. Кто что думает об этом. Называется Большой тотем. Генри Мур. 68 год. 1968. О чем речь? Расскажите. Кто что думает, мысли и чувства. Теперь снимаем сзади этот памятник, чтобы все понимали, о чем речь. Все поняли? Понимаешь, что-нибудь понимаете? Суть этого действия. Продвигаемся к талии и к открытию. Тут продают какие-то ножницы. Идем потихоньку. Мы как бабки, знаете, у гастронома. Утром они стоят, ждут открытия гастронома или за хлебушком. Мы также у талии стоим, ждем, когда она откроется. И вот тут какая-то выставка чего-то. Ой, это что это?
Это что? Это семена одуванчика в маленьких колбочках, реально? Серьезно, да? Такое бывает? Реально семена одуванчика. Мы всей толпой завалили в Талию. Я говорю, реально ощущение советского гастронома. Мы все подождали, когда откроют хлебный или гастроном, и ввалились просто толпой в книжный. Разве так бывает в этой жизни? А? Ну, люди, видите, жаждут знаний. Просто жаждут. Жаждут книг. Мы едем в очереди на эскалаторе. В очереди. Мы приехали на свой этаж. Люди разбредаются. Мы ехали в толпе на эскалаторе. Теперь все разбредутся по магазину. Слава богу, что он огромный. Но второй этаж сейчас закрыт из-за того, что он на реконструкции. Поэтому все со второго этажа сгрузили на третий. Вот. Ну и, короче, людей здесь, людей. Вот эти подушки, все эти Фриды Калу и так далее. И мы здесь. Всякие Снупи сумки, Снупи кружки. Обожаю Снупи с детства. Так. Ну что, посмотрим. Свечники солевые были они В прошлый раз не было, это луны солевые. Ну вот эти были, а вот этих солевых не было лун. Месяцев. Видишь? Красивые так-то. Единственное, что я вот такой купила, он ужасно течет. Я не знаю, что с ним такое. Луна тоже, наверное, будет. Ну, луна хотя бы на деревянной подставке, а этот вот просто стоит без подставки, он ужасно течет. Я не знаю, как вот он тает, как будто бы. Влажность высокая. Да. Вот эти мне нравятся. Красивые штучки. Да? Красивые. Янки. Что, почем? Какие с мячом? Давайте посмотрим. 10 евро. Это еще по-божески. Так, ну и что у нас по картам здесь? Второй иллюминатов. Так. 18,99. Так, а сколько карт в колоде? Что-то как-то тоненько выглядит. Сейчас посмотрим, Может, подумаем, маленькая. почитаем. Надо подумать, почитать там, посмотреть. Я бы хотела там неплохой вроде набор. Так. Это у меня все есть. Это тоже. Это тоже. Это тоже. И вот. Вот чего у меня нет. Это второй иллюминатор. Так что давайте сейчас я разберу. Мы уже расплатились, выходить начали. Смотрю, тут такие прикольные по Гарри Поттеру сделаны всякие игрушки там, вещи интересные. Вот любят, вот сколько уже лет любят Гарри Поттера, да, все. Много фанатов. А тут вот Добби. Ну, конечно, разные герои. Но Добби нормально получился. Так лучше всех. Смешной. Бедный Добби. Тут шляпа есть, которая выбирает так всех, да? Прикольно. И сова. Букля. Букля, да, ну? Ну, букля из... Тут всякие, видите, это кто тут? Киски какие-то. Кто фанат, кто знает. Феникс, наверное, какой-нибудь. Вот видите, тут такая вот инсталляция сделана. И платформа 9,3. Короче, прочитала я про это второй иллюминатов. Как бы как типа в стиле игральной колоды сделано, что ли, с мастями. Там, допустим, 7 бубен, там, 9 червей. Да-да. А вот. И это посмотрела. Карты неплохие, решила взять. Но они здесь гораздо дороже, там на 3 евро целых и на 4, чем в интернет-магазинах. Но я решила, что это же надо заказывать и снова ждать. А ждать не хочется.
Поэтому я и купила это Таро иллюминатов, которые не Таро. Ну, и интересно, как подобие игральной колоды, да, или оракула, не знаю. Разберусь, посмотрим, что там. Мы приехали на Аустерсплац. Тут говорят, недалеко, 260 метров, есть книжный русский магазин. Вот сейчас будем изучать этот момент. Поднимаемся вот здесь по лестнице. Ой. Тут какой-то максимум. Нам туда. Сейчас Вова скажет, куда идти. Теперь нужно перейти дорогу по светофору. Теперь мы так поняли, что нам туда. Один квартал Один квартал и налево. и налево. Вот так. На дороге мы увидели магазин, полностью посвященный конопле. Вот полностью. Сплошная конопля. Коноплиная конопля, коноплевая с коноплями. Тут все в коноплях. И написано Smoke and Go. Вот здесь вот. О, видите? Вот так-то. Мы свернули на какую-то улицу. И идем мимо помоек. Такая прелесть. Как классно искать книжный магазин, да? Здесь У сегодня помоев. вывоз мусора, видимо, и И все еще вывалили ремонт. свой мусор. Пойдем на ту сторону или он на какой Подожди, стороне? На этой На стороне. этой? Ну все, остаемся тогда. С помоями. С вонючами. Бывает. Здесь же возят мусор. Там еще дважды в туалетик месяц, стоит. Смотри, смотря какая какой прелесть. Туалетик Это стоит. для Это тут для рабочих. строителей. Там все равно ходить придется. Вот. Так нет, мы по этой стороне обойдем просто все. Как ты же сказал, на этой стороне магазин. Вот это. Был да сплыл. Нет, чуть-чуть на Это этот магазин. Книжный, да? Это кафе. Никакого тут магазина нет. Сейчас будем искать. Мы уже едем назад. И я хочу открыть карты, чтобы посмотреть, а что же внутри находится. Вова сейчас открывает пленочку там. Давай. Пленочку. Давай, снимай. Вот, значит, смотрите, тут такая просто была бумажка, оказывается. И вот коробочка. Открываем коробочку. Вот, значит, малюсенькая книжечка. Давайте ее посмотрим. Тут просто вот такие большие буквы. Почему-то слова. Примеры. Видимо, как гадать, что ли, да? Расклады. И, ну, короче, брошюра, вот, все. Просто слова. Хорошо. Теперь оценим наши карты. Как они выглядят, как у них структура. Структура, я вам скажу, ребристая, неплохая, бумага неплохая, да, картон. Не сильно тонкие, в принципе, большие, красивые. Я бы сказала, что очень яркие. Ну вот смотрите, тут значит, видите, туз, трефы, да, пошли, двойка, тройка, четверка, пятерка. Ну типа того, шестерка. Только чуть-чуть все равно как-то отличается, мне кажется. Семерка, восьмерка, девятка, десятка. Значит, валет, дама и получается король. Видите, бубны пошли, туз.
тройка, четверка, пятерка. Очень похож на иерофанта, как согласитесь. Шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, паш, дама, вернее валет, дама, паш, привычка, да? И король. Теперь, значит, червы, кубки типа, да? Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка и десятка. Значит, валет, дама и король. Теперь пики пошли, да? Туз, двойка, повешенные какие-то, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, колесница однозначно, восьмерка, девятка и десятка, валет, дама, король и шут отдельно. Короче, знаете, что они сделали? Смотрите, они подписали. Старшие арканы совмещены у них с младшими арканами. Понимаете? Сейчас я покажу. Там в этой книжечке это было. Я их узнала, все старшие арканы. Сейчас мы с вами найдем. Вот, например, двойка, диамантс, губей, да, бриллиантов. Это у нас и есть верховная жрица. А король треф, это есть маг. Туз пентаклей, туз этих бубнов, да, это у нас карта мир. Видите? То есть это даже вот так они сделали, интересно. Это получается... Ой, уронила книжку. Это получается, знаете, нужно читать, о чем тут речь, потому что вот, допустим, девятка, треф, это у нас солнце, да? И ты должен как бы ведь понимать, это сейчас у тебя младший аркан или старший. Вот так выходит. Семерка, бубен, это звезда. Видите? А пятерка, бубен, это иерофант, вот как я и говорила выше. Я сразу их узнала. Шестерка червей, это влюбленные. Вот все старшие арканы раскиданы по этим же самым картам. Представляете? Как интересно. Поэтому их 53. Так, ну а как гадать-то надо? Сейчас гляну просто, как они. Там что-то объясняется. Я посмотрю, потом переведу. Вот такая интересная колода. Стоила она. Сейчас скажу. Вот тут есть 18. Она стоила 18,99. Видите? Вот она как долларов тут шло, так они и в евро мне 18,99 продали ее. Вот так вот. Такая вот. А в интернете она стоит 15,99 и 14,99. То есть подешевле гораздо. Ну, сегодня попробуем.